Жители улицы Вишневой в израильском поселке Абу-Гош готовятся менять адрес в ближайшее время. Проживать они будут уже на улице имени Ахмад Хаджи Кадырова. Переименовать ее решили после визита делегации из Грозного. Обитатели Абу-Гоша всегда считали, что в их жилах течет чеченская кровь, а встретившись с соплеменниками из России, решили отдать дань уважения родству. Руслан Гусаров прошел по чеченскому следу в Израиле. До недавнего времени израильский мусульманский поселок Абу-Гош, что в 10 километрах от Иерусалима, был в основном известен своими древними святынями трех религий, знаменитыми ресторанами, а также тем, что здесь приготовили самое большое в мире блюдо из хумуса. И вот теперь к этому списку добавилась новость о том, что уже скоро в Абу-Гоше появится улица имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. И неспроста. Как оказывается, абу-гошцы не больше, не меньше считают себя чеченцами. Для многих в Израиле, а также в Палестине, это известие стало неожиданностью. Абу-Гош здесь считают арабской деревней, вероятно, основанной черкесами. Как на Востоке всегда называли всех выходцев с Кавказа. Но абу-гошцы настаивают на конкретике. Мы не знаем, насколько добровольно мы попали на Восток 500 лет назад. По одной из версий, в войске мамлюков. Но наши предки передавали нам, и мы тоже говорим своим детям, что мы именно чеченцы. А эту землю получили за свою отличную службу в охране турецкого султана Селима I. Несколько веков абу-гошцы контролировали дорогу в Иерусалим. Взимали пошлины и налоги с паломников, шедших в святой город со стороны моря. Это был основной источник дохода. Салим Джабар показывает нам фотографию своего отца в невысокой папахе кавказского типа, сидящего в окружении арабов. Другой сельчанин, Иса Джабер, указывает на сходство старых домов Абу-Гоша с древними чеченскими строениями в горах. Хлев для скота на первом этаже, жилище и гостевая на втором, на третьем место для детей и женщин. Когда меня спрашивают, как я докажу, что я чеченец, я им говорю, у нас нет документов, что мы чеченцы. Мы, к сожалению, утратили свой язык, но у нас есть чеченский дух. Вот мои вены, берите кровь и сравнивайте, если хотите. Летом в Абу-Гош приезжала делегация из правительства Чечни. Осенью был ответный визит израильских чеченцев на историческую родину. В итоге кавказские израильтяне и россияне признали друг в друге чеченцев. У них действительно хороший юмор, то, что свойственно чеченцам. Они внешне очень сильно похожи на наших людей. Вот когда я показал фотографии у себя дома абу-гошевцев, то мне сказали, если бы этих людей показали и не сказали, кто они такие, мы подумали, что это местные чеченцы. Чеченец Рамзан приехал в Израиль, чтобы посетить мечеть Алякса и другие святые места. С удивлением узнав о живущих в окрестностях Иерусалима соплеменниках, специально заехал и в Абу-Гош. По мнению Рамзана, ярче всего чеченский генотип здесь выражен в детях, которых он попытался учить главным чеченским фразам. Салим и Иса говорят, что община Абу-Гоша роднится только с чеченцами, в основном из соседней Иордании. В арабо-израильском конфликте мусульмане Абу-Гоша подчеркнуто выступают с примирительных позиций, а большинство юношей служит в спасательных частях армии Израиля. В знак уважения и с целью укрепления культурных связей с Чечней муниципалитет Абу-Гоша при поддержке общины принял решение переименовать улицу Вишневая в Ахмад Хаджи Кадырова и ждут на открытие новой улицы его сына Рамзана. Руслан Гусаров, Андрей Тихонов, Олег Кутулов, Вова Городовикова и Фатима Дадаева. Ближневосточное бюро НТВ. Абу-Гош, Грозный.